Всем добрый день, меня зовут Раиса Зубарева, и у нас сегодня очередной выпуск новостей. Ну и первая новость, это, конечно же, новость, которая касается паводка в республике Саха. В Алданском Улуусе произошел резкий подъем уровня воды в реке Алдан. Больше всего пострадало село Чагдаа, где были затоплены 13 жилых домов, в которых проживают 18 семей. Жители села начали бить тревогу еще 31 мая, публикуя обращения в Телеграм и соцсетях, обвиняя местные власти в бездействии. Глава поселка Валдане, неужели он не видит критичности ситуации? Вода уже у домов, никакой эвакуации, людям ничего не объясняют. «Помогите», – писали местные жители. В субботу и воскресенье, по их словам, власти отдыхали и праздновали, и лишь 1 июня в село прибыла оперативная группа во главе с министром по делам ГО и ЧС Якутии Дмитрием Лепчиковым. По его словам, в зону затопления попали 17 дворов, в том числе 12 домов. Официально объявлено о чрезвычайной ситуации. Вода уже начала спадать, но ситуация долго оставалась сложной. Было отключено электричество в 10 домах, повреждено более 90 опор линий электропередачи, в зоне затопления оказалась и подстанция. Также отсутствовала сотовая связь, вышка Ростелекома не работала из-за подтопления. Жители просили оказать помощь, в том числе строительными материалами и точной информацией. Власти смогли восстановить свет и связь только после спада воды. Похожая ситуация сложилась и в других районах. В селе Кутана вода на дорогах достигала 20 сантиметров. Жители сообщали об утонувших лошадях и трудностях с проездом к детсаду, амбулатории и почте. В Усть-Майском Улуусе была угроза затопления 44 домов. В Тампонском под угрозой было 7 населенных пунктов. Местные жители называют происходящее очередным позором и требуют более оперативной и ответственной реакции со стороны руководства республики. Каждый год у нас проходит один и тот же сценарий. Вода поднимается, на слега населенные пункты топит, в какие-то года, значит, погибают животные, люди лишаются имущества, люди лишаются возможности выехать за пределы наслега. Каждый год один и тот же сценарий. И каждый год власти заявляют о том, что оперативные группы работают, но практически каждый год это происходит постфактум. Уже после того, как населенные пункты затоплены, и уже после того, как люди лишаются своего имущества и своего скота. Это системная проблема, и она останется проблемой до того момента, как не будет решен не будет продуманной стратегии защиты населенных пунктов в Республике Саха. В этом году власти объявили фейком погибших животных в селе Кутана. Вообще эта ситуация мне напоминает не так давно в селе Тяня компания Nordgold объявила эвенков, которые жаловались на действия этой промышленной компании иноагентами. Подобная риторика – это обычный инструмент подавления недовольных местных жителей. Вместо того, чтобы решать проблему, власти начинают таким образом давить. Они объявляют врагами народа, иноагентами, предателями, дискредитируют население таким образом. Здесь самый главный вопрос, да, почему Республика Саха каждый год, жители Республики Саха каждый год живут как на пороховой бочке. Кто-то скажет, что вот у нас очень сложный климат, у нас очень длинная зима, у нас очень большие реки масштабные, да, и очень быстро тает снег. Да, я слышала, я читала даже такие заявления. И это тоже верно, с одной стороны, такие объективные причины, но на самом деле проблема в том, что нет долгосрочной политики защиты населения от стихии. Нет комплексной программы по укреплению берегов, нет комплексной программы, например, по расчистке русел, по строительству и инженерных сооружений, которые бы защищали население от паводка, от воды. В итоге люди чувствуют себя брошенными, абсолютно оторванными от, что называется, большой земли. И пока во власти находятся такие некомпетентные люди, как наш губернатор Айсен Николаев, мы каждый год так и будем жить, как будто бы на пороховой бочке. Значит, следующая новость – это строительство. Новость о том, что в Республике Саха будет построен кинопавильон на 21 миллиард рублей. Давайте посмотрим.
В центре общественного внимания оказался проект строительства современного кинопавильона в Якутске за 21 миллиард рублей. Поводом стало открытое обращение депутата Госдумы Сарданы Авксентьевой, которая выразила сомнение в целесообразности реализации столь дорогой концессионной инициативы в условиях резко изменившейся экономической ситуации. Красиво? Пожалуй. По карману республики? Сегодня точно нет, написала Авксентьева, напомнив, что когда проект только начинался, ключевая ставка составляла 8%, а сейчас 21%. По ее словам, это превращает проект в золотой, и платить за него много лет будут обычные якутяне. Авксентьева обратилась к народным депутатам с призывом остановить подписание новых концессионных соглашений. Она напомнила, что в регионе по-прежнему не решены базовые проблемы. Нуждающиеся семьи, северные улусы, сельское хозяйство, социальная инфраструктура. Я говорю не как депутат Госдумы, а как жительница Якутии. Не вгоняйте регион в долги. За все в итоге придется платить. Я призываю вас руководствоваться интересами народа, говорится в ее заявлении, опубликованном на русском и якутском языках. В ответ заместитель председателя правительства Якутии Анатолий Семенов заявил, что регион не берет кредит, а наоборот, в условиях высокой ставки пересматривает проект, чтобы снизить его стоимость и привлечь инвесторов. По его словам, строительство кинопавильона – это не прихоть, а стратегическая инвестиция в развитие креативной индустрии на Дальнем Востоке. Кинопавильон – это тысячи новых рабочих мест, налоги, которые останутся в республике, и инфраструктура, способная привлечь крупные проекты. Да, ставки выросли, но это временно. А киноиндустрия навсегда, написал Семенов, добавив, что схожие опасения звучали и при запуске IT-парка, и при создании креативного кластера «Квартал труда». Он также процитировал президента Владимира Путина, посетившего «Квартал труда» в 2023 году. «Пусть люди работают, у них все получается». Тем временем в соцсетях разворачивается общественная дискуссия. Действительно ли сейчас лучшее время для столь масштабного проекта, если в республике остаются десятки острых социальных проблем? Или наоборот, стоит инвестировать в прорывные направления, чтобы в будущем дать региону новый экономический импульс? В последние годы Республика Саха все чаще становится ареной вот таких масштабных инвестиционных проектов с громкими названиями и яркими презентациями. Мост через Лену, туристический кластер Аланхаленд, теперь вот кинопавильон за 21 миллиард рублей. Недавно еще появилась новость о том, что будет построен мировой музей мамонта. Складывается ощущение, что регион живет в режиме вечной стройки для будущего. Однако, когда это прекрасное будущее наступит, неизвестно. На этом фоне жизнь обычных людей, она выглядит, конечно же, на мой взгляд, унизительно. Можно сколько угодно говорить о прорывах, о точках роста, можно сколько угодно летать на форумы и презентовать эти проекты инвесторам. Однако это не прибавит ни нормальных дорог, ни в некоторых селах вообще отсутствует нормальная подача электричества. В некоторых селах нет пунктов медицинского обслуживания. Там просто-напросто нет врачей, школы закрываются. И все вот эти вот мегастройки, они, конечно же, не построят ни школы, ни больницы, ни дороги. Это вообще выглядит отвратительно. Айсен Николаев, значит, едет на форум, представляет многомиллиардный проект Аланхаленд, а жители Алданского улуса ищут как бы не утонуть, потому что у них дамбу 20 лет не чинили. Конечно, Аланхаленд можно показать в Москве. А населению своему можно показать нормальные дороги? А населению своему можно показать благоустроенную жизнь, достойную? Видимо, нет. Следующая новость – это тендер на поставку более 5000 оладниц с орнаментом с якутским и с логотипом Победы на сумму больше 21 миллиона рублей. Давайте посмотрим. Руководитель бюджетного учреждения «Ресурсный центр социальной защиты «Победа» при Министерстве труда Ирина Слепцова объявила тендер на срочную поставку 5445
декоративных оладниц на общую сумму 21 миллион 745 тысяч рублей. Согласно документации, поставка должна быть выполнена в течение 7 календарных дней с момента заключения контракта. Как следует из технического задания, каждая оладница должна быть украшена традиционным якутским орнаментом. На крышку нанесен логотип 80-летия Победы. Средняя стоимость одной оладницы составляет почти 4000 рублей. Информация о закупке размещена на официальном сайте государственных закупок. Назначение изделий в документации не уточняется. Общественная реакция в социальных сетях уже не заставила себя ждать. Пользователи задаются вопросами о целесообразности расходов в условиях, когда в республике остаются нерешенными вопросы инфраструктуры, социальной помощи и ликвидации последствий паводков. Появились и мемы. Перед нами чистая коррупционная схема. Только непонятно, почему жители никак на это не отреагировали. Наверное, на фоне строительства Алан-Холленда и вот этих новостей про музей Мамонта и кинопавильон, воровство 21 миллиона рублей выглядит не таким уж масштабным. Да? Ну, то есть коррупция у нас нормализована, да, что называется. Почему это коррупционная схема? Ну, во-первых, завышенная цена. 4000 рублей за одну кастрюлю, это, конечно же, цены заоблачные. Да? Пусть там будет хоть какой сложный национальный орнамент выгравирован, да, на этой кастрюле. Такие кастрюли можно купить, я не знаю, по цене в 3 или в 4 раза дешевле, за 1000 рублей. Во-вторых, нереальные сроки. За неделю изготовить 5500 кастрюль никто не сможет. Даже самое огромное предприятие, самое большое предприятие не сможет изготовить такие оладницы. О чем это говорит? Это говорит либо о том, что товар уже закуплен, и закупка производится постфактум, вот, либо о том, что поставщик заранее известен. Ну, такой договорняк. И то, и другое, конечно же, абсолютная коррупция. Под прикрытием патриотического мероприятия. Следующая новость о том, что министр транспорта пожаловался на промышленные компании, которые разбивают наши якутские дороги. Давайте посмотрим. Министр транспорта Якутии Владимир Сивцев вновь пожаловался на то, что 70-тонных грузовики промышленных и строительных компаний разрушили очередной участок региональной дороги. К сожалению, промышленными предприятиями и строительными организациями допускается перевозка грузов с превышением весовой нагрузки на ось. 70-тонные машины в эти выходные, к сожалению, продавили дорожное полотно, и проезд в эти выходные был затруднен. Впрочем, министр поспешил успокоить жителей. Ремонт будет за счет бюджета. Слова министра вызвали волну возмущения в социальных сетях. Якутяне задаются вопросом, почему богатые компании, которые вывозят тонны полезных ископаемых и получают многомиллиардные прибыли, не несут никакой ответственности за разрушение инфраструктуры? Между тем, практика, когда государство ремонтирует дороги за свои средства, а крупный бизнес продолжает эксплуатировать трассы без ограничений и ответственности, существует в Якутии уже много лет. По мнению экспертов, ситуация требует не очередных обещаний, а системного решения. От внедрения весового контроля и платных проездов для тяжелого транспорта до юридического преследования компаний, разрушающих инфраструктуру. На данный момент Минтранс Республики не сообщил, планирует ли предпринимать юридические или финансовые меры в отношении виновников разрушения дороги. Вообще, это новость из области «Кто здесь дурак?». Либо это министр промышленности Владимир Сивцев, который говорит о том, что компании разбивают дороги, но платить будет бюджет за ремонт дорог. Либо это чиновники, которые тоже бездействуют. Чиновники вообще боятся, видимо, поругаться с такими крупными компаниями. Да, кто у нас разбивает дороги? Та же самая Алроса, Колмар, например, Нордголд, тот же самый, Сургутнефтегаз.
Вот. Чиновники боятся с ними поругаться. И поэтому ничего не делают. Не вводят никаких штрафов, не вводят никаких плат за проезд больших грузов по дорогам, да, и так разбитым. Вот. И в-третьих, дураком здесь оказывается, может оказаться налогоплательщик. Конечно, обидно слушать такие вещи, но на самом деле это так. Люди, налогоплательщики не возмущаются тому, что их налоги идут на ремонт дорог, которые разбивают промышленные компании и которые потом не несут никакого за это наказания. Следующая новость о том, что скоро начнется суд по факту гибели отказников в изоляторе на Вилюйском тракте. Отказников от войны. После трагического пожара в изоляторе временного содержания в Якутске, где погибли 5 военнослужащих, мать одного из обвиняемых заявила о невиновности своего сына. По ее словам, поджог могли совершить другие, а ее сын стал козлом отпущения. Пожар произошел в ночь на 20 декабря 2024 года в изоляторе, где содержались военные, отказавшиеся возвращаться на фронт после ранений. В результате инцидента погибли 5 человек, 7 были госпитализированы с отравлением продуктами горения. Следственные органы рассматривают различные версии причин возгорания, включая поджог со стороны заключенных и технические неисправности. В учреждении применялись жестокие методы воздействия, включая избиение и психологическое давление. Судить мужчину будут судом присяжных. Понятно, что мужчина, которого сейчас будут судить, абсолютно ни в чем не виноват. И мы все с вами знаем виновных в том, что погибли люди при пожаре. Очень прошу всех, кто видит это видео. Мы знаем, что им назначили, они попросили суд присяжных, и поэтому очень прошу тех людей, которые видят это видео, распространить его, для того, чтобы члены суда присяжных тоже его увидели. Понятно, что этот парень ни в чем не виноват. Кто виноват в том, что произошел пожар и в том, что погибли люди? Виноват, во-первых, Путин. Виноват Путин, который развязал эту преступную войну в Украине. И он виноват в том, что он превратил государство в репрессивную машину. В этом виноват, в гибели людей виноват и Айсен Николаев. Он виноват в том, что он не отказался от участия мужчин Саха в этой войне. Он виноват в том, что он помогает Путину в отправке людей на войну. Он сам лично людей на войну отправляет. Он несет полную 100% ответственность за то, что происходит в республике Саха. Виноваты в этом суды, которые тоже стали инструментом для давления на несогласных, инструментом вообще этой репрессивной машины. Виноваты, ну и потом по нисходящей все командиры виноваты, и все волонтеры виноваты, ну, в общем, все, и пропагандисты виноваты. В общем, все те, кто поддерживает эту войну, все те, кто на ней зарабатывает. Я надеюсь, что вы все-таки примете правильное решение. Этот молодой человек, этот мужчина ни в чем не виноват. Он не виноват в том, что произошло. Люди, которые не хотят воевать, не должны воевать. Это практика любого нормального, цивилизованного общества. Человек, который не хочет воевать, он не должен содержаться в изоляторе. Он не должен подвергаться пыткам. Все мы знаем, какие пытки применялись к отказникам в изоляторе. Им не давали встречаться с родственниками, им на всю ночь на полную катушку включали этого шамана ярузский, да, их буквально даже вот не выводили в туалет и не давали никакой еды. Виноват в этом Путин, виноват в этом Айсен Николаев. Они должны быть сегодня на скамье подсудимых. Пожалуйста, помните об этом и, пожалуйста, примите правильное решение. Следующая новость о том, что у нас случились кадровые перестановки в правительстве, и теперь Министерство предпринимательства, торговли и туризма возглавил Георгий Андреев. Давайте посмотрим. В конце мая Георгия Андреева назначили министром предпринимательства, торговли и туризма Республики Саха.
Ранее Андреев занимал должность заместителя министра инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Якутии. Как сообщают провластных медиа с августа 2024 года, Георгий Андреев принимал участие в специальной военной операции, защищая Курскую область. За свою службу он был награжден медалями «Защитник Курской области» и «Участник специальной военной операции». По возвращении в республику он был назначен на новый пост, где, по словам губернатора Якутии Николаева, его опыт и гражданская позиция будут способствовать развитию предпринимательства и туризма в Якутии. Ну, давайте скажем коротко, да, по фактам. Георгий Андреев никогда не принимал участие в боевых действиях. Пусть они не обманывают людей. Посмотрите на Георгия Андреева. Неужели этот человек, которого вы видите, да, может взять в руки оружие и пойти воевать? Воевать он может только за свой собственный личный интерес, и воевать он может на территории Республики Саха, например, с населением, когда он его обманывает. Скорее всего, этот человек в составе волонтерских групп был на территории Донецка, возил туда, ну, в общем, гуманитарные грузы. Все. Ни в каких боевых действиях он никакого участия, конечно же, не принимал. Так что все это обман. Не надо обманываться. Вот. Этот образ, скорее всего, формальный, без реального боевого опыта. И, в общем, говорит о том, что вообще вся его биография Георгия говорит, что он не обладает абсолютно никакими компетенциями. Абсолютно. Вот. Ну, а что сказать? Каков поп, таков приход. Да? Какой у нас губернатор, такие у него и министры. Вот, к сожалению, это так. И так будет, пока Республика Саха будет оставаться зависимым от Российской Федерации, зависимой от Российской Федерации республикой. Как только мы получим независимость, такие индивиды не должны будут занимать никаких должностей. На этом, пожалуй, все. Всем спасибо. Еще раз призываю вас подписаться на наш канал, поставить лайк и этому видео тоже, прокомментировать его и другим видео тоже. Этим вы поможете и продвижению нашего канала, и работе нашего движения. Всем большое спасибо. Увидимся на следующей неделе.